Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Накануне в Национальном музее Тувы состоялась церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации иностранными гражданами. Организаторами мероприятия совместно выступили отдел по вопросам миграции МВД по республике и агентство по делам национальности Тувы. В торжественной обстановке граждане Китая и Украины, проживающие в Туве и пожелавшие остаться здесь на постоянное место жительства, добровольно и осознанно принимая гражданство России, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Федерации на благо государства и общества, а также защищать свободу и независимость страны, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Напомню, что с 1 сентября 2017 года, согласно вступившим в силу изменениям в Федеральном законе о гражданстве Российской Федерации, приносить присягу на верность России обязаны все иностранцы, принимающие гражданство Российской Федерации. В Кызылском районе 10 октября состоялось заседание Государственного совета Республики Тыва под председательством главы региона Шалбана Караула, где одной из главных тем стало формирование дополнительных мер по урегулированию в республике вопросов ценообразования на уголь для бюджетных организаций и населения. Вопрос снижения цены на уголь для населения вынесен на Ресгоссовете, поскольку именно на муниципалитеты ляжет основная нагрузка в этом проекте, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. Отмечается, что в схеме снижения тарифа вырисовывается два направления. Первое – это транспортные издержки, поскольку стоимость доставки часто превышает цену самого угля. Рассматривается возможность субсидировать затраты перевозчиков, прежде всего в труднодоступные районы. Чтобы эта часть схемы работала, нужна сеть складов для перевалки угля от разреза до райцентров и организации площадок для реализации его населению по приемлемым ценам. Также отмечается, что до 1 ноября передаются в безвозмездное пользование администрациям районов топливные склады бывшего Рестопсбыта. Второе направление – стоимость самого угля. Административных рычагов влияния на угледобывающие компании нет, поэтому сегодня выход видится только в создании собственного угольного предприятия, которое могло бы целенаправленно работать на обеспечение потребностей республики в топливе. Работа по этой части уже началась. Предстоит искать предпринимателей, которые согласятся на создание совместного с республикой предприятия. Сейчас готовится все необходимое, чтобы получить от Роснедр в разработку одной из угольных месторождений, предположительно Актальская. Было решено обсудить цену угля на парламентских слушаниях в Верховном Хурале Тувы. Стоимость одной тонны каменного угля на розничном рынке в 2017 году составляет 2496 рублей 29 копеек. С ростом к уровню 2016 года на 5,5%. Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о повышении штрафов до 2500 рублей за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Устанавливается административный штраф в размере от 1500 рублей до 2500 рублей за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующимся преимуществом в движении. В действующей редакции КоАП установлен штраф в размере 1500 рублей. И о курсах валют: доллар стоит 57 рублей 92 копейки, а евро 68 рублей 50 копеек. Ты любишь качественные товары по выгодным ценам? Приготовься! Поехали! Мы – магазин «Светофор», и мы экономим ваш бюджет. У нас вы найдете все, что может порадовать вас и ваших детей. Свежие продукты, кондитерские изделия, молочная продукция, бытовая химия и многое другое. Но это еще не все. Мы обожаем проводить щедрые акции и дарить вам подарки. Приходите, покупайте и получайте от этого удовольствие. Ирбискейк – это магазин для любителей создавать наивкуснейшие десерты. Инструменты, украшения для тортов, посуда и формы и многое другое. Приходите. Щетинкина-Кравченко, 38. Создай шедевр сам. Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Вау! В РБТРУ акция. При покупке от 3 и более единиц техники вы получаете скидку 10% на весь комплект.
РБТ.ру. Любишь подарки? Тогда тебе в магазин «Светофор» на Калинина 25А. Там проходит акция ко Дню народного единства. Совершил покупку на 500 рублей? Выиграй ценные призы. Подробности у продавцов-консультантов. Встречайте! В магазине «Росток» новая коллекция детской одежды от известных брендов. Теплая, яркая, удобная. «Росток». Мы знаем, что нужно детям. Мы ими были. Приходите, Ленина, 13, остановка Саяны. В Тоджинском районе устанавливаются причины смерти 3 местных жителей, в том числе 2 малолетних. Сегодня около 9 часов утра в правоохранительные органы района поступило сообщение об обнаружении на месте возгорания избушки, расположенной на Чабанской стоянке в местечке Эдекхем, села И Тоджинского района, тел 3 местных жителей, в том числе 2 малолетних детей. Предварительно установлено, что на территории данной Чабанской стоянки обнаружены тела местной жительницы 1976 года рождения, а также 2 малолетних детей 2014 года рождения. О произошедшем возгорании на Чабанской стоянке сообщил еще один пострадавший. Мужчина, который был позднее госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами 80% тела, который позднее скончался в медицинском учреждении. В настоящее время следственными органами проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И еще одно происшествие в Тодже. Спасатели республики ведут поиски женщины, потерявшейся в тайге. 20 сентября от единой дежурно-диспетчерской службы Тоджинского района поступила информация о том, что без вести пропала женщина. В район поиска незамедлительно были направлены спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. По сегодняшний день поиски результатов не дали. Местечко Улухыр, 125 километров северо-восточнее от населенного пункта Торохем Тоджинского района, группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда из 6 спасателей и 1 единицы техники продолжают поиски потерявшейся женщины при сборе орехов. За прошедшие сутки обследовано 7 квадратных километров. На сегодняшний день поиски продолжаются. Прием документов в вузы России в 2018 году начнется не позднее 20 июня и закончится 26 июля. Если в вузе есть собственные экзамены или творческие испытания, то раньше – до 10 июля. Заявление, как и прежде, разрешено подавать на 3 специальности в 5 вузов. Минимальные баллы, которые нужно получить на ЕГЭ, чтобы иметь право поступать в высшие учебные заведения, уже определены Рособорнадзором. По русскому языку надо набрать на ЕГЭ хотя бы 36 баллов, по математике – 27. Все больше высших учебных заведений предлагают программы двойных дипломов и возможность учебы за границей в вузе-партнере. В 2018 году будет снижено число бюджетных мест на экономических и юридических специальностях, так как, по данным Миноборнауки, работы по профессии находят не более половины выпускников. Зато будет увеличено количество мест на инженерные направления. Им отдадут до 45%. 12% мест получат педагогические факультеты и педвузы, и 5% медицинские вузы. 15 тысяч бюджетных мест будет отдано аспирантам, 12 тысяч ординаторам, сообщает «Российская газета». В республику поступила 2-я партия вакцин против гриппа «Совигрипп», в связи с чем поставлена задача до 20 октября завершить плановую вакцинацию населения против гриппа. Важно успеть до начала подъема заболеваемости, которая обычно начинается уже в начале ноября. В Туве до прошлой недели было вакцинировано всего 12 360 человек. Эпидситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом по данным мониторинга за прошедшую неделю остается стабильной. Хотя отмечается тенденция к росту случаев острых респираторных вирусных инфекций. За прошедшую неделю зарегистрировано 773 случаев. Отмечено, что более 80% заболевших составляют дети от рождения до 14 лет. Госпитализировано 97 больных, в том числе 86 детей. Национальный музей объявляет о старте акции навстречу десятилетию выставки «Аржан-2». Выставка «Сокровища долины царей» прогремела уже на весь мир. Предметы из курганов «Аржан-1» и «2» произвели большую сенсацию. Уже 10 лет как золото скифов экспонируется в Туве. В связи с празднованием этой даты Национальный музей объявляет о 50% скидке на вход. С 12 по 15 октября вход для школьников будет 40 рублей, а для взрослых – 100 рублей. Государственный архив республики получит поддержку Росархива. Росархив рассмотрит заявку Министерства культуры Тувы на
на приобретение оборудования Государственному архиву Тувы для перевода архивных документов в электронный формат, а также проведение оцифровки описи фондов Госархива за счет федеральных средств. Договоренность о поддержке со стороны Федерального архивного агентства была достигнута в ходе рабочей встречи первого заместителя министра культуры Тувы Виктора Чехжита с руководителем Росархива Андреем Артизовым. Также на встрече обсудили вопрос о передаче копий документов, фильмов по истории Тувы из фондов Федерального агентства и оцифровке этих материалов для передачи в цифровом формате. Медико-диагностический центр в Кызыле оказывает высококвалифицированную помощь в области детской неврологии. Детский невролог медорганизации проводит все необходимые осмотры ребенка с исследованием функций периферической и центральной нервной системы. При обнаружении признаков патологии назначаются лабораторные анализы и инструментальные исследования. При выявлении заболевания врач назначает курс лечения и отслеживает его эффективность. Врач-невролог медико-диагностического центра Кызыла Галина Графова рекомендует родителям, при каких симптомах и жалобах детей стоит обратиться к специалисту. Такие жалобы, как посинение при плаче, в основном это идет цианоз носогубного треугольника, ребеночек закатывается, может запрокидывать голову назад, наклон головы в одну сторону, все время у ребеночка мамы замечают всегда об этом. Затем могут быть срыгивания, могут быть обильные срыгивания, могут даже срыгивания через нос. Это тоже очень опасный признак. Затем детки могут очень вздрагивать, при засыпании вздрагивают и вообще вздрагивают на резкие звуки, громкие звуки. Так, обычно я спрашиваю, есть ли тремор подбородка или тремор ручек и ножек. Ну, в основном вот такие икота после срыгивания тоже очень важно. Метеоризм, то есть вздутие животика, повышенный тонус или наоборот ребенок очень вялый и плохо сосет. Вот такие в основном жалобы, это первостепенно то, что может насторожить маму в том плане, что необходимо посетить врача-невролога. Обои – это настроение, с которым вас будет встречать родной дом. Сочетание разных обоев в интерьере сегодня могут себе позволить даже те, кто никогда не замечал за собой талантов дизайнера. Достаточно знать простые правила, какой цвет обоев сочетается с теми или иными оттенками. Для этого производители специально разрабатывают свои коллекции таким образом, что среди широкого спектра декоративных обоев можно выбрать 2 или 3 вида идеально подходящих друг другу. Комбинировать можно не только цвета, но и фактуры. Например, с плиткой, стеновыми панелями и фотообоями. Чтобы самостоятельно правильно подобрать сочетание обоев, нужно использовать цветовое колесо. Например, для создания мягкого интерьера соедините соседние цвета. Например, зеленый, желтый и пастельный. Ну а если вы мечтаете о ярком и активном интерьере, тогда смело сочетайте противоположные цвета круга. Удачного вам ремонта! В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью порывы от 12 до 17 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью минус 10, минус 12 градусов, днем 0 плюс 2. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане облачно, без осадков. Температура воздуха утром минус 7 градусов, днем плюс 5. На Полке погода пасмурная, снег, порывистый ветер. Температура воздуха утром минус 1 градус, днем плюс 1. В Танзибе пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром 0 градусов, днем плюс 1. По всей трассе проезд удовлетворительный.